позволяя приобретать жилье на территории Республики Абхазия, понимаем, что это фактически призыв к возврату этой категории беженцев, имеющих российские паспорта. Я еще не говорю о том, что они могут быть под маминой фамилией, там, перейти на фамилию жены и так далее. Мы же понимаем, да, что потом появятся ролики в грузинском там, сегменте интернета, да, вот я в Гагре живу, там, речи на грузинском языке, потом будет конфликт здесь внутренний в Абхазии, дестабилизироваться будет ситуация, будем трепать нервы себе, окружающим и так далее. Мы же понимаем, к чему. Потом интересно вообще, что мы в Женеве будем говорить. Вот я здесь прочел, да, что мы сюда не пускаем людей, которые там призывают к насильственному свержению там, конституционного строя, выступают там против государственности Абхазии и так далее. А если не выступают, если не призывают, то можно, получается. Ну, получается, что можно. И наши оппоненты в Женеве просто в лице там даже не грузинская делегация, а международных организаций могут предложить нам такую схему. Давайте мы построим за свой счет жилье, еще и вам немножко дадим, да, и при этом без прописки, просто на правах собственникам позволим. А какие аргументы мы будем приводить? То есть так нельзя, а за деньги, можно. Подчеркиваю, за деньги можно. То есть вот жажда наживы, и возникает вопрос вообще, там, в далекие 90-е годы грузины просто, видно, поторопились, не учли наши аппетиты. Можно же было все купить, оказывается.